Таджикам теперь стоит быть намного аккуратнее. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что. В любой момент наших соотечественников могут лишить гражданства. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Президент России Владимир Путин внес к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, призывы к нарушению территориальной целостности России и за участие в деятельности нежелательных неправительственных организаций НПО. Внесенная главой государства поправка абсолютно справедлива, сказал журналистам в воскресенье глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Президент России внес в Государственную Думу поправку к принятому в первом чтении законопроекту, в соответствии с которым человека могут лишить приобретенного гражданства Российской Федерации за дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны, а также за участие в деятельности нежелательных НПО, сообщил он. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь, учитывая, что сейчас в России с этим очень строго, с этими поправками придумать обвинение можно любому человеку, который хоть когда-то сказал что-то против войны или тому подобное. Как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как отметил Пискарев, сегодня нежелательной на территории России признана деятельность 67 иностранных организаций. На самом деле их намного больше, и эти НПО активно включены в антироссийскую деятельность, в том числе разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды, вмешательство в выборы, вовлечение подростков в наркопотребление и деструктивную деятельность, пропаганду ЛГБТ, а также участвуют в сборе средств для финансирования противника. Поэтому внесенная президентом поправка, в частности НПО, равно как и по другим упомянутым случаям, очень существенно и абсолютно справедливо, подчеркнул он. Если люди, дававшие при вступлении в гражданство клятву на верность России и обещавшие соблюдать наши законы, ее нарушили, они тем самым уже добровольно расторгли договор с государством, предоставившим им свою защиту и права гражданина России, и это дает государству право отменить решение о предоставлении гражданства, добавил парламентарий. В свою очередь, первый зам руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин отметил, что считает предложенные главой государства санкции совершенно оправданными. Путин в конце декабря прошлого года внес в Госдуму проект базового закона о гражданстве Российской Федерации. Документ, в частности, предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство Российской Федерации более чем для 20 категорий лиц. Одновременно законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него. 5 апреля Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что сейчас происходит в Российской Федерации? Как вы думаете, это все во благо или, по сути, ничего там не поменялось? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как вы ко всему этому относитесь и к происходящему в мире и в стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.